Вижу, тут есть люди, которые первый раз. Бірнеше сөз штаб-татар турында сөйлеп башлыйм. Штаб-татар это уже площадка, не только площадка, это организация, которая существует больше 25 лет в Москве. Самая главная миссия нашего татаро-башкирского клуба это татар тілін ұнытмасқа, татар тілін, башқұрт тілін. Сегодня, кстати, вы знаете, наверное, везде, сегодня день башкирского флага, да? Поздравляем всех. Вот. Также, если какие-то есть активности, мероприятия, вы можете также скидывать в группу, если хотите вместе куда-то пойти, также соорганизоваться, пойти. Вчера, например, все вместе молодежь наша ходила в каток. Вот, и вы знаете, то, что у нас сегодня Ешлер Якшарм Кишесе, наша любимая встреча в воскресенье для студентов. Каждое воскресенье мы собираем для вас интересных спикеров, деловые клубы, с бизнес-клубами сотрудничаем. И у нас сегодня тоже пригласила на встречу перед вами выступить Айнура Гафарова. Давайте поприветствуем. Айнур, он из Казани родом, он предприниматель, селлер, у него большие обороты, не буду говорить какие. Очень крупный, да. И как раз-таки он создатель бизнес-клуба «Сильные люди». В Москве тоже очень много мероприятий проводят для бизнес-людей, ну, бизнес-сообщества. Спашу, знаком лично. Со всяких фамилий я, наверное, называть, мне кажется, Айнур сам расскажет всем. Вот, и сегодня он расскажет про тему, как провести успешные переговоры, да, и как он достиг этого, наверное, как он к этому пришел. Нам очень интересно путь твоего становления. Меня зовут Айнур Гафаров, я основатель двух бизнес-клубов, это RNC, официальный партнер бизнес-ангелов. Мы инвестируем от 10 миллионов рублей, если у вас есть какие-то стартапы, вы можете подойти, инвестируем в IT-технологии, в строительство и в нанотехнологии. К примеру, один из моих партнеров, Юра Матросов, проинвестировал в куртки, которые светятся, и за счет датчика меняют температуру. Вот как так. Второе направление у меня клуб «Сильные люди». Что мы там делаем? У нас сообщество предпринимателей, альхамдулилля, большинство там татары. Там же мы инвестируем, большинство отвечает за инвестиции, это в селлеров. Если у вас есть действующие магазины офлайн и онлайн, мы можем инвестировать от 2 миллионов рублей. Дальше в строительство мы инвестируем от 10 миллионов рублей и выше. Флиппинг, строительство домов и так далее. Так что если есть какие-то действительно стартапы, мы смотрим за молодыми умами и можем помочь. И открыть магазин. И много чего, ресурсов много, инвесторов много. Сейчас в количестве у нас в клубе около 30 инвесторов. И в настоящее время инвестора активно почему-то у меня переходят в Дубай. Потому что в Дубае активно развивается недвижимость, хотя я считаю, что это рынок перегрет. Но учитывая, что здесь студенты, большинство, да, я вам сейчас дам те азы, которые, наверное, в институте ни один преподаватель не даст. На это мне все понадобилось 35 лет, да, к 35 годам я вот этот свой дзен поймал. А у вас сейчас, наверное, час-полтора, вы за час-полтора получите знания, как у нас сам татарин, да, у нас у татар есть такая фраза: «Баракат берясен, баракат була». Это во благо сделаешь, да, во благо и благо вернется. Я не особо люблю выступать, стараюсь у меня, чтобы спикеры больше выступали, да, но я сам человек, который активно поддерживает татар, чтобы татарская культура развивалась, чтобы татарская молодежь развивалась, чтобы татары много зарабатывали. В Аллахе говорю, к этому буду идти, стараться, помогать. И сегодня я вот часа полтора-два вам посвящу. Давайте поаплодируем, да. Сейчас будет такая дискуссия, давайте мы сейчас немножко любые действия, любые там результаты, да, вот у меня у самого 2 магазина, сейчас 3-й открывается, да, в городе Наваи готовим производство швейных, будем там алаберсы эти халаты шить и так далее. Вот, но без переговоров никак, давайте каждый поотвечает среди вас, что главное в переговорах, вот прямо из головы говорите, вот. Обе стороны выигрывали. Обе стороны выигрывали. Еще что? Результат. Свою задачу. Ага. Далее ряд. Что там? Давайте не просыпаемся. Что главное в переговорах? Убедить человека. Убедить человека. Еще что?
Да? Контакт. Еще что? Ну, Собеседник. собеседник. Слушай. Правильно. Много чего правильно. Дальше. Прийти к результату. Еще. Понимание, быть слышанным. Ну вы ж татары прям, что вот у нас есть такой, да, и еще что, правильно, хитрость, еще что, ну, Комфорт. это да, настырность. Самое главное качество татар, потому что татары самые лучшие переговорщики в мире, в Аллахе говорю. Настойчивость, да. Гостеприимность. Да. Мало кто знает, но татары очень любят общаться. Прям, да. Мало кто знает, но татары знают. Татары очень любят общаться. И лучшие переговорщики из тех, кто первые, запишите, я не знаю, где-то в ежедневнике, прям телефона. Самый главный фактор переговоров — это любить, здесь общаться. Для себя запишите, любить общаться. Сейчас есть такое понятие, как какой средний возраст? Наверное, 19, да, 20 лет? 20 лет, да? До 25 лет у человека формируется мышление. Мышление там, вот это, есть же разные фразы. Мышление миллионера, мышление миллиардера, это все полная чушь. До 25 лет формируется у человека первый характер и стратегия. Да? И вот сейчас у вас самый классный возраст, когда вы можете вот этот BIOS себе настроить. Что такое BIOS? У всех компьютеры, ноутбуки, да, есть? Вот. Если мы берем компьютер и ноутбук, я сейчас чуть-чуть от темы отойду. Вот здесь плата, здесь монитор, здесь мышка и так далее, да? В компьютере какая программа установлена? Там BIOS есть, а на BIOS уже ставится система. Вот у каждого человека, да, есть свой BIOS, да, там вот на одном компьютере Windows 7, у кого-то Windows там 10, а если со стороны человека, да, ну, каждый человек травмирован, чисто психологически. Покажите хоть одного человека, чокнутого и без травм. Ну, нет среди нас таких, да? И когда говорят, как у тебя сформировано мышление, как ты себя ведешь, почему один человек себя адекватно ведет, да, в обществе, другой человек неадекватно себя ведет в обществе, да? Третий человек там боится за себя постоять, другой человек не боится за себя постоять, да? Ну, много чего сейчас могу говорить, и это называется BIOS в компьютере, да? И вот, кто бы сейчас вам не говорил, мол, у тебя там одно мышление, у тебя другое, у тебя общество сформировало, да, кого-то родители достойно воспитали. Но вывод такой, ни мы, ни вы, ни я, ни мы себе вот этот BIOS, мышление и уровень ведения переговоров, уровень общения мы сами себе не закачивали. И сейчас я вам дам несколько инструментов, где вы за полчаса, за час сможете договориться с любым человеком и заключить любой контракт. Давайте сейчас любую тему возьмем, а сейчас поймете структуру, я сейчас дам структуру, чтобы вы могли договориться. Но сейчас мы уйдем от переговоров, чтобы вы поняли, как эта система работает. Вот за эту систему нормально так денег заплатил. Давайте любую... кто там студент? Да, студент. Тебе надо попасть к декану кафедры, да, чтобы договориться, чтобы получил ты стипендию, да, повышенную. Как декана зовут? Дмитрий. Дмитрий, да, вот Дима здесь. Ага. Ты тут, у тебя нет стипендии, ничего, у тебя в зачете беда. Здесь уже, представь, здесь уже, что ты получил и зачет, и у тебя все экзамены закрыты, как у меня было, я вот в Аллахе говорю, я 28 долгов за неделю закрыл. Ну, первое, потому что я татарин, а второе, то, что я умею общаться, да. Вот. Татары, они гибкие. У нас же как, мы же приходим к чеченцам, там, альхамдулилля, мы татары, все, там, братья-мусульмане, приезжаем в Госдуму, так, я гражданин России, вы что там со мной так, права нарушаете? Вот у нас гибкость. Давай представим, что ты уже закрыл здесь, поговорил с Дмитрием, и у тебя уже все экзамены закрыты за одни переговоры. А ты еще здесь находишься. Представим, что здесь у нас Министерство образования, у нас там, давайте, Министерство здравоохранения. Возьмем Министерство здравоохранения. У нас здесь печальное Министерство здравоохранения. Тут все больницы построены, все школы отстроены, все это. Медицина у нас сейчас якобы в России на высшем уровне. Что нужно сделать, чтобы у нас Министерство здравоохранения довело вот до такого результата? Денег больше.
Нет, я сейчас пример говорю, у нас, берем Москву, в Москве уже все отстроено, якобы отстроено. Больницы, да, якобы уже все больницы работают. Как бы я сделал, я сейчас постараюсь вам мышление свое передать, как бы я сделал. У нас уже, к примеру, сколько у нас в Москве? 50 больниц, а должно, ну, на такое большое население, как минимум, отстроено 300 больниц, да? Вот, до этого. Дальше, что у нас, к примеру, отстроено? Поликлиники. Поняли, да? Что по еще добавил туда? Морги. Пусть будет. Дальше. Образовательные учреждения. Да. Вуз медицинский. Вуз медицинский. Давай возьмем штук 50 дополнительно открыл. Я ввел бы бесплатные, как его? Ну, диагностика какая-то, я даже не дослушал. Да. А зачем бесплатно тогда врачи на все У нас есть государство, которое должно платить и выделять. Давай, накидывай, вот ты прям топишь, вообще красавчик. Да и тоже присоединяйтесь. Вот. Ну, Улучшено оборудование, например. да, оборудование. Зарплата побольше. Уроки в школе. Реклама здорового образа жизни. Угу. Дальше. Сухой закон. Красавчик. Стационары рабочие. Дальше. Прям вот накидывайте. Инфраструктура, техника. Красавчик. Ну не суть, короче, поняли, да? У меня в мозгу уже, я знаю, что я приду, к примеру, к... Как его зовут? Дмитрию, да? Да, Дмитрию, да, приду. Я уже знаю образно, да, что у него есть там дочка, ее зовут Анастасия, да, что дочка дружит, пускай, с Яной какой-то, да, а у Яны есть интерес, к примеру, она хочет выучить татарский язык. Я перед тем, когда идти с кем-то разговаривать, я с каком-то коллеге, вот у меня был такой кейс, что если вы будете в Оренбурге, да, и увидите мост, который соединяет Европу и Азию, полностью освещение, это мой проект. Если вы увидите в Казани цветные светофоры, столбы, освещение Кремля и термометр 40 метров труба, это все мои проекты. И вот все вот эти проекты я закрывал по этой схеме. Основал я бизнес-клуб свой, да, вот, бизнес-клуб свой основал, тоже по этой схеме. Кто знает компанию Black Star? Ну, Да, Слава Колк, это мой один из наставников, человек, с которым у нас была коллаборация. У меня было 2 коллаборации с компанией Black Star. Раньше у них был Black Star Lounge, там выступали Клава Кока, Слэм, рэпер, кто знает, да, и так далее. И сооснователь, бывший партнер Тимати, это Павел Викторович, он же Пашу. Перед тем, как я ему отправил сообщение, да, я составил карту переговоров, и я узнал, на какие болевые точки его бить. Первое, то, что он поддерживает предпринимателей. Второе, я знаю, что он семьянин. Третье, его один из любимых артистов не Клава Кока, а Слэм. И чем я зацепил Слэма? Потому что со Слэмом я в свое время вместе работал. И я ему сказал, иди на Black Star, ты там выиграешь, там шоу песни было 5 миллионов, и у тебя все получится. Я ему написал этот текст, составил портрет, показал, какие конкурентные преимущества, расписал карту, как мы дальше с ним можем работать. После этого он мне отдает свое заведение Black Star, и мы сколько раз 5 проводили там бизнес-мероприятия, и на этом мероприятии мы смогли привлечь 40 миллионов рублей под бренд Hello Kiki, да простят меня боги, интим-товары, лубриканты и резиновые штучки разные. Вот, я суть поняли, к чему, да, к чему говорю. С любым, с кем вы идете в контакт, составляйте каждый раз карту переговоров. Второе. Кто говорил то, что надо учитывать интересы? Кто, девушка, где была? Вот очень, кстати, тоже классный кейс. Вот она прям точно учитывать интересы. Представь вот то, что у тебя, ты продаешь дома, да? Вот. К тебе приходит семья. Да, муж, жена и дочка. Как ты правильно начнешь продавать? ну, какие-то плюсы для детей. Они же детей нужно продавать. Не всегда, но... Только если ребенку не понравится, все равно же... Нет. Ну, Мама принимает решение. Школа, поликлиника, Да. остановки.
Да. Когда я буду продавать, вот уходим опять в эту схему, когда я буду продавать мужу, нам же мужикам ничего не надо, у нас же, скажи честно, у нас же будет своя двухкомнатная квартира, нам этот, когда у нас появляется девушка, когда нам уже надо на карту ей скидывать, да, на платье, на ногти и так далее. И там другие там поехали дальше отдыхать в Стамбул. И, вот. У нас же уже появляется потребность построить на дом, на этот. А когда мы выбираем землю, у нас уже жена, как ни крути, да, то, что там муж глава семьи, у нас жена все равно будет принимать решение, где дом построить, где какая школа и так далее, так далее, так далее. Давай другой пример разберем. Кто покупал зачеты, честно говорите? Вот, молодец. Почему я на вашей волне, я 8 экзаменов купил, только за наличку, а остальные 20 экзаменов мне, короче, бесплатно поставили. Как я договаривался, будучи студентом? Я приходил, я вижу, что у них закупили компы, им не хватает программ обеспечения, они хотят внедрить платное обучение 1С, вырубить 1С. Я теперь вижу, у них есть потребность 1С. Как бы ты решил проблему по 1С, чтобы закрыть потребность по 1С, чтобы им поставить? Ну, предложил бы как-то оптом их поставить. Ага, сколько тебе вышло бы? Ну, я все равно, еще раз. Сколько тебе вышло по деньгам? Один компьютер стоит, сколько там 1С стоит на один компьютер, не помнишь? Ну, короче... Компьютер же стоят, надо... Да. Ну, вот на один компьютер, там, ну, на несколько компьютеров поставить 1С. Понял, да? Я уже знаю, что надо 1С, я такой подхожу, а вы... Я такой, могу вам поставить 1С, там, так, вам не надо будет деньги тратиться, давайте поставим вам зачет. Все, а вы говорите, все, давай, что я делаю? Я уже, будучи тогда, занимаясь компьютерами, программами, я прихожу к программисту, говорю, дружище, я говорю, вот тебе, я говорю, 2 бутылки, вот тебе шоколад, вот тебе чак-чаки, я говорю, выручи, я говорю, я студент, денег нет, мне надо закрыть там 4 долга там по по инженерной графике. Вот. Я прихожу к человеку, я даю 2 пакета, он мне дает взломанную базу 1С, я беру, просто перекидываю туда, ему загружаю на компьютере, мне этот экзамен вместо 100 тысяч стоил 2 бутылки коньяка, шоколад и чак-чак. Это вы так делали? Ну да, конечно. Все. Перед этим, вот то, что дальше еще девушка говорила, то, что крутой продукт. Где девушка говорила? А вот сзади, да? Кайл. А вот, та девушка говорила то, что нужен крутой продукт. Крутой продукт в плане чего? Если мы берем, у кого кто на кого учится? География. География. Понятно. Программист. Вот, программист, айтишник. Кто по IT учится? Вот потом ко мне подойдете, если по сайтам, если кто-то сайт изготавливает, и запрос тоже подойдете ко мне. Вот, по сайтам, к примеру, да, у нас есть у меня знакомый, можете набрать в интернете Игорь Изов. Вот, да, интересно, обязательно наберите, почитайте «Кремлевская школа переговоров», Игорь Изов. Это один из моих наставников. Ему сайт на все его платформы изготавливал Борис Ягинцев, что ли его зовут. Суть такая, как он сделал. Ему скидывают коммерческие предложения. Давайте посмотрите, как мы сделаем там за 400 тысяч, за 500 тысяч. Что делает Борис? Он понимает, что человек медийный. Да, если вы вот спрашиваете, как работать с блогерами, вы подходите и говорите, мы под вас сделаем сайт, да? Давайте мы изготовим под вас сайт бесплатно, но вы меня будете рекомендовать другим. Здесь вы изготавливаете сайт бесплатно, здесь он уже оценивает работу, подписывайте с ним договор, то, что он должен, после того, когда вы сделаете сайт, отрекомендовать вас другим людям. Все, вот здесь вы сделали сайт, тут уже идет рекомендация, дальше уже закрываются лиды на клиентов. Опять возвращается к этому, перед чем закрыть сайт, там, географии и так далее, всегда выстраивайте карту переговоров. Это прям кратко. А по поводу... То, что я сказал, это вообще еще цветочки. Это еще цветочки. Почему нужно оттачивать вам сейчас навыки переговоров? Рассказываю почему.
Сейчас чуть-чуть уйдем от переговоров. Как результаты добиваются? Через страдания или через легкость? Ну, давай. Кто за страдания? Ну, кто за страдания? Поднимите. 3. Ага. Кто за легкость? Я. Ага, больше рук. Результат через усилия добиваться. Ага. Через усилия. А теперь, смотрите, здесь мы добиваемся в случае переговоров через страдания, здесь мы добиваемся через легкость. Да, я вот так схему сделаю. Почему через страдания результат легче будет лучше, чем через легкость? На ошибках учится. Ты будешь ценить его. Больше ценится. Ты учишь английский, это страдание или легкость? Каждый день. Страдание. От отношений зависит человек. От конкретного человека. Кому-то это удовольствие. Я, конечно, не в фигуре, но все равно. Вот сейчас хожу я в спортзал. Чтобы я был такой кубик и секс-машина, и без этого, но чтобы был меньше живота был. Я иду в спортзал, качаюсь. Мне это через страдание или через легкость? Через страдания. Изучение фортепиано. Вот вы учитесь на фортепиано через страдание или через легкость? Поняли, да, вот этот сольфеджио, обучение его, короче, вообще Но это же все равно все индивидуально. индивидуально. Так что нельзя Ну, сказать, ладно, что через страдания. этот обучение, то, что я люблю, скутеры, катеры, вот я люблю скутеры, катеры, вот это, да, там же сколько документов надо собрать мне, да, сколько вот этот гипс, вот этот ГИБДД водный, сколько собрать документов должен, это в очередях сделать, это страдание. Человек, который научился первый раз плавать, он никогда не разучится плавать. Машина у кого там есть? Поднимите руки. Человек, вот вы когда права получали, и уже остался навык водить машину. Но это же самое первое, когда тебе дают права, когда ты первый раз садишься на машину. Это же прям этот кайф, да? Вот то же самое и переговоры. Почему я вам говорю? То, что в опытных переговорах вы пройдете через страдания. В будущем кто-то у вас предприниматель будет, кто-то там руководящий должен, кто-то этот. Но не все переговоры будут у вас качественные. И вы вот пройдете через ошибки, будут потери денег. Сколько я вот из-за ошибки неудачных переговоров, у меня был кейс, где я 1,5 миллиона просто просрал. Вот, поэтому не совершайте моих ошибок перед тем, когда идете сдавать экзамен, перед тем, когда идете закрывать какие-то сделки или даже с родителями договориться. Даже если с родителями договориться, да, вот родители же еще те же манипуляторы, да. Если ты там не этот, у кого там частный дом есть, вот у меня поймут, да. Если ты у меня дома снег не уберешь, да, вокруг я там обижусь, не пойду там. Или у родителей какая есть манипуляция, да. Если ты вот у кого был такой? У соседки сын себя так ведет, а ты себя так не ведешь. У кого был такой? Сын маминой подруги. Да, сын маминой подруги лучше там, чем ты, да? Это тоже, короче, какая-то манипуляция, да? И вот эти все кейсы, которые я сейчас накидываю, да, вот эти переговоры с родителями, да, родительские манипуляции, это тоже часть какая-то переговоров, то, что будете проходить через страдания. И чтобы вы сейчас не переходили страдания, я могу сказать, кто не манипулирует, поднимите руки. Кто вообще не манипулирует, поднимите руки. Вот я не манипулятор. Давайте. Все манипуляторы, да? Каждый, вот кто из вас сейчас, вот запомните такую фразу, кто вам говорит, я не манипулятор, блядь, мат можешь, да, говорить? Нет. Тот балабол. Нет людей, которые не манипулируют. Я еще тот манипулятор, тем более мы татары. Нам же договориться надо, а татары еще те манипуляторы, чтобы договориться, они сожмутся, сделаются, но добьются своего результата. Переговоры это манипуляции, переговоры это где-то страдания. Но пройдя вот эти страдания, мы уже получаем результат. Ну и последний кейс, который я дам, да, это, наверное, больше будет сейчас для парней, а девушки заткнуть уши, не слушать, потому что я сейчас вас научу, именно парней, как научиться правильно слушать девушку.
В семейных отношениях. У кого, особенно в семейных, кто-то встречается. Кто сейчас в отношениях? Поднимите руки. Пацаны, не девушки. Поднимите руки. Кто сейчас в отношениях там? Все стесняются. Да не стесняйтесь. Ладно, у кого было такое, парни, у кого было такое, что девушка берет, ревет, там, ах ты такой, сякой, да ты меня не устраиваешь. Вот, честно. Ага. Да, ведешься это, да я ж тут стараюсь, я ж для тебя живу, там, что еще это. Не участвуешь в моей жизни, меня не обнимаешь, а другие обнимают, вот это выговаривается. Что надо делать, когда девушка высказывает и грубит тебе? Выслушаться. Да. У кого? Нет, парни, давайте. Девчонки, они не слушают. Давай. Выслушать. Согласиться надо. Спокойно воспринимать. Спокойно. Не согласен. Кто говорит не согласиться. Еще, давайте. Если соглашаешься, оно не работает. Ага. Исправиться. Исправиться надо. Ну, а если ты прав? Не, исправиться не получится. Понять. Еще что? Короче, парни, за свой 35-летний опыт говорю, чтобы нормально проводить переговоры с своей любимой, потому что девушки, чем отличаемся мы, пацаны? У нас нет гормонального сбоя. У нас вот этих девушки же, это же у них что? Это же Богом созданные существа, у которых есть вот этот портал, откуда берутся люди. И вот эти гормональные вот эти перебои у них, то ПМС, то ММС, это дает, да? Мы, альхамдулилля, более такие спокойные, да? Но мы постоянно на стрессе живем, да, у нас вот эта конкуренция есть, да, между парнями, которые съедают. Они нас не поймут. И вот из-за гормонального вот этого сбоя, природного, да, они очень сильно эмоционируют. И поэтому, когда девушка эмоционирует, что-то где-то лишнее говорит, что-то грубоватое говорит, вы обязаны промолчать. Потому что девушка, она не выговаривает вам свое недовольство. Вот. Есть такое слово, как исповедь. И вот девушка, она исповедуется, когда у нее идет эмоциональное, гормональное во время ПМС, когда она беременная, она исповедуется. И вот когда она начинает возмущать, кричать, что-то голос свой повышает, да, выговаривает свое недовольство. А когда вот это, видишь, слово у нас татар, сабр, да? Вот. Сабр. Кто знает, что такое сабр? Терпение, да. Вот. Проявить сабр и выслушать. Потому что девушки, это, наверное, это самые эмоциональные такие существа в нашей жизни. Когда мы протерпим сабр, когда будет терпение к ним, когда мы дадим высказаться, считайте, что она вам исповедалась. Вот как. Козлар, дырыс айтам? Все. Вот. Дальше. По поводу родителей. Как реагировать на манипуляции родителей? Давайте это проговорим. У кого родители манипулируют? Вот и как манипулируют? Ну нормально, как? Какие слова говорят? У соседа сын такой, а ты не такой, да? У других там уборку, огород копают, у кого частный дом, ты не копаешь. Это не сделаешь, я обижусь на тебя. Есть такое? Конечно, здесь столько их много. Да. Вот. А суть такая, если вам, сейчас даю фишку, если вам родители говорят, вот такое манипуляция, да, манипуляция, что ты должен. И я не стесняюсь, я матери всегда говорю, мам, для чего ты это говоришь? Чтобы меня обесценить? Вот запишите эту фразу, мама или папа, для чего ты это говоришь, чтобы меня обесценить? И вот тогда уже у родителей начинается ступор. Когда они начинают манипулировать ребенком, им уже становится неудобно. Когда на работе вас кто-то пытается оскорбить или что-то принизить, да, или публично там что-то подколоть, да, когда вы говорите фразу «для чего ты это говоришь?», человек начинает оправдываться. Вот эта фраза, она вся была корона, или «для чего ты это делаешь?». И человек уже для чего ищет оправдание. Вот эту фишку запомните. Ну и последнюю фишку дам. Теперь уже козла. Парни молчат. Кто в отношениях, девчонки? Поднимите руки.
Зачем ты их поднимаешь? Да, что пойдет. Поднимите руки, кто в отношениях? Ну, а кто хочет найти любовь, девчонки? Ладно. Никто не признается. Никто не признается, да. Смотрите, Козлар, есть такое, у нас у татар есть такой менталитет, то, что мы ищем все приключения на одно место. Почему? Как это происходит? И когда, ну, не только, наверное, у татар, когда мы в отношениях, мы постоянно ищем какие-то себе сюрпризы. Айда в эту темку зайдем. Вот это есть у нас. У татар особенно. Айда в эту темку зайдем. У любого пацана вот после 25 начинается режим достигаторства, что ли, просыпается. На разные приключения ищут они себе. Кто смотрел «Последний самурай» фильм? Смотрели? Смотрел? Нет, «Последний самурай». Том Круз. Посмотрите обязательно этот фильм. В этом фильме есть момент, когда... Это я сейчас девушкам говорю. Прям девчонка, прям домашнее задание, чтобы посмотрели, да и парням. Есть, Козлар, есть там такой момент, когда вот этот сам актер, который Том Круз, собирается, идет на войну, ему жена сама подает меч, сама моет его все доспехи, сама одевает и молча с улыбкой отправляет, потом уже отдельно плачет. Как думаете, почему она спокойной душой его отправляет, а потом уже ревет? Сама моет ему доспехи, сама этот... Ну ладно, сейчас другой пример говорю, сейчас специальная военная операция. Почему некоторые жены сами моют портянки, отправляют? Как думаете, почему, Козлар? Девчонки не особо активны. Как думаете? Чтобы чувствовать любовь. Еще что? Заботу. Еще что? В общем, Козлар, теперь я вам сейчас дам такую полезную информацию. Если ваш мужчина, ваш молодой человек, ваш муж скажет: мотором, я сейчас решил нашу машину продать, чтобы открыть свой бизнес или там вложиться в крипту какую-то, да? Мол, вот эта стадия ведения переговоров, то, что я решил взять семейный бюджет и вложиться, я не знаю, эта темка, татарская темка пройдет, не пройдет, вы должны его, вот как в фильме «Последний самурай» девушка отпустила, будет, не будет, альхамдулилля, я с тобой вот это проживу. Вы обязаны его отпустить с этими, и риски, какие он берет на себя, вы должны будете также с ним разделить. Если ваша семья будет после этого в кредитах или проект будет неудачный. Потому что запрещая мужчине что-то делать, там, мужчине брать риски, вы, грубо говоря, его кастрируете. Если он решил там пойти куда-то там с парнями на путешествие, да, пойти с парнями, мотором, я беру вещи свои, и мы с пацанами уезжаем на месяц отдыхать. Чисто с пацанами. Вы обязаны его отпустить. Если... Самой поехать. Нет, вот, кстати, нет, вот тут я и согласен. Если ваш мужчина захотел пойти в баню с пацанами отдыхать, вы обязаны постирать ему одежду и отпустить в баню. А если наоборот? Нет. Нет. Потому что есть такое то, что я сейчас пример приведу, я тебе говорю, в общем, не знаю, будет, не будет, но у меня должна быть когда-нибудь свадьба, но сейчас у меня в отношениях и есть такое то, что девушка должна быть рядом. Если я сейчас понимаю, к чему девушки ведут там, или да, и я сейчас по глазам прям чувствую, что за права, изменит, не изменит и так далее, да. Я сейчас к чему веду, захочет, изменит, никто от этого не застрахован. Но в первую очередь, да, вот что и сейчас и к парням обращаюсь, что и к девушкам, да, обращаюсь. Каждый должен, в первую очередь, не то, что есть полюбить себя, да, вот эта фраза, она заезженная. Фраза есть такая: надо себя уважать, да. И вот то, что вы сейчас молодцы, да, то, что вы сейчас собрались, да, какие-то схемы выучили, да, что-то для себя запомнили, вы себя уважаете. Вот.
все начинается с уважения к себе. То же самое девушка, да, если там у нее, там она замужем, да, или в отношениях, это же не мешает ей, как говорится, развиваться, да, там получать какие-то знания, да, не только что домашний очаг, уют, надо же о себе тоже думать. А парням, у парней такая просто сущность, то, что нам приходится рисковать, чтобы, как говорится, вас, любимых, обеспечить и так далее. И вот перед окончанием я, знаете, что хочу сказать? Сейчас у вас, наверное, самое, учитывая, что у нас здесь большинство студентов, да, у вас, наверное, сейчас самое счастливое время, где вы можете отточить не только навыки переговоров, но и вот пройти через страдания, выучить дополнительные языки по спорту, да, что-то, закончить институт, получить хорошую работу, заняться бизнесом и зарабатывать хорошие деньги, иметь, как я, там 2-3 магазина, быть инвестором, как я. И последнее, наверное, самое последнее знание, которое, знаете, что хотел сказать? Вот сейчас месяц священный Рамадан будет. Я не так давно иду, иногда на метро, кстати, в Москве дешевле, да, их по 4 рубля, особенно в зимой здесь был такси. Вот, суть, короче, такая, то, что я как-то в метро спускаюсь, и там мужик, ну, обсиканный весь, ну, бездомный, он лежит и еду просит. А я все мимо него идут, а у меня же татарская добрая душа, я ж мимо пройти не мог. И я такой мимо прохожу, аппарата, покупаю сэндвичи с курицей несколько, покупаю ему кофе, да, еще с ним там друг был, покупаю ему и говорю, вот я говорю, у нас татарин, я говорю, у нас положено помогать. Я даю ему, я говорю, вот бисмилля. Я говорю, даю, брат, здоровья тебе, я говорю, чтобы ты испытания все достойно прошел. Как думаете, что у меня было? Вот я не знаю, в это я не верю, да, но не верил до последнего, но у меня есть магазин, и я вот кто торгует на Озон, на Валберс, вот если будет, там есть такие алгоритмы, которые надо настраивать. Сколько целыми днями настраивал эти алгоритмы, у меня не было продаж. На следующий день как-то Всевышний увидел, что я что-то человеку помог, да, бездомному. У меня раз продажи на 20 тысяч за день. Вот скажешь, это, ну, сказка, не сказка, да, но как-то оно так работает. Поэтому я к чему вас призываю? Я хочу, чтобы вы в первую очередь были счастливы. Счастливы не только вы, а чтобы все, кто вокруг вас окружает, были счастливы. Чтобы все трудности, которые вы сейчас в институте проходите, с этими зачетами, да, это довольно-таки счастливое время, но непростое. Чтобы все закончили, и чтобы, наверное, все нашли свое предназначение, свой путь, да, и чтобы в какие-то дебри не занесло. И то, что я вначале сказал, есть такая фраза: «Баракат бирясим, баракат була». Вот, когда вы делаете кому-то благо, благо возвращается. Поэтому развивайтесь, получайте знания, оттачивайте переговор, потому что вы между собой все общаетесь, да? Вы каждый друг друга себя продаете, да? Парень продает там девушке, что я какой красивый, там, да, татарин, могу тебе цветы подарить. Вот, каждый друг другу себя продает, чтобы вы изучали языки, изучали этот и не совершали тех ошибок, которые, наверное, мы совершаем. Поэтому баракат был сын, салек саулок был сын, благо, счастья, и чтобы родители вами гордились. Спасибо вам большое. Taşıkla varır mı çillerde, özü sevar asıyorlar.
başta kaygarlar Ağır yaş bulan bir dalgalar Kapılar sarılırlar İkisi de gönderim boyuna Yaşıktan varırım çilerden Gözlükse varası yıllar Ölürüm bu gölgelerden İkisi de gönderim boyuna Yaşıktan varırım çilerden Gözlükse varası yıllar Ölürüm bu gölgelerden Gözlükse varası yıllar Yüreğimi yanlar, ağlamışsın